Многие не хотели его выдавать, они хотели его облить бензином и же поджечь, чтобы они обходились с другими и мирными жителями. Никакого межнационального конфликта между осетинами и грузинами нет. Это была борьба народа Южной Осетии с фашизмом. Идеология при коммунистах, при тех неформалах, я имею в виду правление Зиада Гамсахурди, и при так называемом демократии Саакашвили, идеология одна, фашистская. Создать мононациональное государство, вытеснить за пределы Грузии все другие национальности. Все патриотически настроенные представители нашей интеллигенции, это и в области языкознания, в области истории, в области филологии и так далее, их сразу убирали. Нам всегда было трудно какие-то инициативы для того, чтобы развивать свою национальную культуру, свою национальную идею нам не давали. Нас очень сильно преследовали. Меня за это даже из партии хотели исключить, когда я работал секретарем горкома, но я не был членом партии. И срочно хотели меня принять в партию, чтобы потом наказать. Цель у них поставлена одна. И при коммунистах, и при демократах, и при революционерах, и те, которые пришли с розами, те, которые пришли с оружием. Идеология у них одна. Выдавить всех остальных. И почему-то основным объектом они избрали разделенный осетинский народ, южную часть Осетии и абхазский народ. Потому что это два народа, которые исторически имеют больше прав на эти земли, нежели грузины. Если иметь в виду политику и политический уровень, то тут исторические аргументы вообще никакой роли не играют. Абсолютно никакой. Живем ли мы тут 100, 200, 300 лет или 1000 лет, это не имеет никакого значения. Хозяином данной земли является тот, кто на ней живет в данный момент. Это абсолютно точно, это непреложная истина. Но если, тем не менее, обратиться к истории, то что мы можем увидеть? На территории нынешней Южной Осетии и восточной части Грузии, вплоть до Кахетии, существовала так называемая Иберия. Кто были иберийцы, на каком языке они говорили, неизвестно. Но сохранились имена иберийских правителей, царей и их приближенных. Они сплошь и рядом являются иранскими. Но надо иметь в виду, что Иберия как раз входила в зону влияния Мидии, а потом и Парфия. То есть это как раз южноиранские или западноиранские территории или страны, языки. И иногда бывает очень трудно отделить западноиранское от восточноиранского. Восточноиранцы – это мы, осетины. Скифы, сарматы, аланы, осетины – это восточноиранцы. И речь идет о такой седой древности, что тогда, надо полагать, и языки иранские были очень близки друг к другу, и очень часто бывает трудно отделить форму, скажем, вот имя. Является ли оно
западноиранские, то есть медийского происхождения или скифского происхождения, трудно бывает сказать, но очень часто ученые приходят к однозначному мнению, что имя иберийского царя того или иного объясняется из протоосетинского, то есть либо скифского, либо сарматского, либо ранее аланского. И встает вопрос, если присутствие предков осетин на данной территории фиксируется памятниками, в том числе и языка, начиная где-то с IV века до нашей эры, а если иметь в виду археологические памятники, то и с VIII века до нашей эры. И если иберийские цари носили иранские имена, и часть из них может быть объяснена из восточно-иранского, то как можно говорить о том, что осетины на данной территории являются гостями, а грузины – хозяевами? Вот совершенно непонятно. Наша земля здесь. У меня 8 поколений, я их знаю, где они похоронены. Там в горах Гутис. Как оставить сейчас, не знаю. Нам все равно когда-нибудь надо будет идти туда, с какой совестью на тот свет. А вот это Нарт Суслан, с Нартского эпоса. Кто к нам с мечом придет, может и от меча умрет. Мы потомки одних древних наших предков. И мы все время жили по обе стороны главного Кавказского хребта. Тому свидетельств уйма, и исторических, политических, любых, уйма свидетельств, вплоть до того, что практически вся топонимика, старая топонимика того, что сейчас называется Грузией, она имеет древнее иранское происхождение. Она открывается только осетинским языком, никаким другим. На момент вхождения Осетии в состав России, то, что сейчас называется Грузией, это были разрозненные княжества картвельских народов, и восточная часть их была под иранским владычеством, она была вассалом Ирана, а западная – Османской империей. То есть это была территория, которая не имела своего государственного образования. Были разные, разрозненные как княжества. Кахети, Имерети крупнейшие, их называют царствами, значит, и другие княжества. Значит, грузинские принадлежали в роли вассалов туркам, Османской империи и Ирану. Значит, персидскому шаху подчинялись. Значит, соответственно, первое грузинское владение, объединенное, значит, великим грузинским царем Ираклием II Картли и Кахети, Картли-Кахетинское царство, значит, с Георгием XII во главе в 1801 году, значит, было включено в состав Российской империи. Остальная, большая часть территории Грузии, значит, силой была отобрана у турков и иранцев русскими в ходе 4 войн. Последняя из этих войн завершилась в 1829 году, как известно. Сложив, как из кубиков, территорию нынешней Грузии, естественно, не называвшуюся никакой Грузией, это, так сказать, химера. А по-русски Тифлисской и Кутаисской губерниями, вот, так сказать, эти губернии были объявлены при распаде Российской империи, значит, свободной независимой республикой Грузии. С таким же успехом Тамбовская губерния могла бы себя так, так сказать, аттестовать и пропагандировать в дальнейшем. Значит, ровно с такими же правовыми основаниями. И рассказы о, значит, непрерывной грузинской истории, значит, если они не сопровождены вот этой фактической базой, вот пониманием того, что современное грузинское государство создано было трудами
российских войск и полководцев, русских императоров на протяжении, значит, прежде всего, первый, третий, наиболее тяжелый этап 19 века, а потом, значит, имея в виду все, в том числе и культурные, значит, права и свободы, которые грузинский народ, грузинская культура, Грузия имела, значит, в составе Российской империи, получила она в подарок еще, значит, и при распаде возможность, значит, потрафляя своим страстям, пытаться завоевать соседние народы. После этого грузинское большевистское лобби, значит, в Кремле сделало вот эти замечательные подарки в виде автономии. Значит, вот это реальная история Грузии. Значит, вот так формировалось это государство. Россия их присоединила к себе потом, в 801 году. Мы вошли в состав России как единое образование Осетия в 1774 году. Осетины в рамках России были единой Осетией. В 1774 году посольство всех ущелий осетинских обратилось к российскому самодержцу о присоединении Осетии к России, всех осетинских ущелий, в том числе и Южной Осетии. Осетии, не Южной Осетии и Северной, а южной части и северной части Осетии. Это нормальное географическое понятие. Южная часть и северная часть. Вот. Мы не говорим о разных политических понятиях, южная и северная Осетия. Мы говорим о географическом варианте. Юг, южная часть Осетии, север, единая Осетия. Политика царской России была такова, что чисто по географическому признаку они одну часть включили в состав Тифлисской губернии, другая была на Северном Кавказе. Как только появилась угроза вот формального разделения народа, разделения его и отхода одной части к одному государству, а другой части к другому государству, которое осетины никогда не считали своим. Осетины не присоединялись никогда добровольно к Грузии, не заявляли о своем присоединении к Грузии. Вот. А Россию они считают своим государством. Когда вот в Грузии здесь произошли, тогда, это сейчас у нас бархатная революция, да? Но тогда это были революции несколько иного толка. Большевизм победил в России, вот здесь победили меньшевики, в Армении Дашнак Тютюн, Дашнаки и в Азербайджане мусаватисты. И все они создали якобы демократические республики. Вот. А Южная Осетия как кость в горле была у них, ибо у нас были сильные пророссийские ориентации всегда, и тогда мы пророссийски были ориентированы, с новой властью осетины увязывали самые свои светлые чаяния и всячески поддержали большевиков. Политика большевистских руководителей, Ленин, Сталин и все вместе взятые, они довели до того, что опять Осетия была разделена. Нас большевистская партия Грузии предала, оставив 1 на 1 против вот этих Жордании, гвардии грузинской и так далее. И мы сразились с ними. Огромная часть осетинского народа была уничтожена и выгнана за пределы мест своего проживания. Она оказалась в Северной Осетии. Это было в июне 2020 года, вот здесь первый поток беженцев, первый геноцид так называемый и так далее. Но тем не менее советская власть здесь победила, 11-я армия, Красная армия тут Киров и так далее, и так далее. Все это произошло в Грузии, и нам предоставили статус автономии в составе Грузинской Советской Республики. Вот. Но следовало нам радоваться или нет, или тогда были не такие уж мудрые у нас руководители, я имею в виду Южной Осетии, что они восторгались и хлопали в ладоши и всячески приветствовали вот предоставление Южной Осетии статуса автономной области. И мы и победные реляции писали, что вот это действительно даже столинской национальной политики, единение без оглядки на нации и так далее, и так далее. Но на самом-то деле произошло что? Произошло уже разделение народа, единого народа. Была возможность заявить о своем единстве, и наши предки это сделали. Они, когда была революция, они объявили о том, что мы один народ. Если бы уже в
тогда, в начале 20-х годов, мы были объединены в составе Единой России, в составе Единой Осетии в составе России, я более чем уверен, что вот этого всего бы не было. И войны начала 90-х годов, и прошлогодней военной кампании, которая повлекла столько жертв, разрушений. Гансахурдия, ну и Жордания, значит, Шеварднадзе, значит, Мжаванадзе, там, или абсолютно никакой разницы, Саакашвили, они постоянно идут по одной линии. Вот в направлении Южной Осетии, значит, там политика не меняется. И принцип, так сказать, вообще как бы действия ассимилировать. Ассимилировать по возможности всех негрузин, которые живут в Грузии. Первое, что сделали грузинские большевики, придя к власти, значит, приняли закон, по которому грузинка, вышедшая замуж за негрузина, должна была быть депортирована. Не говоря уже о том, что, значит, все прочие как бы формы, значит, скажем, взаимных и семейных и прочих отношений между лицами грузинской и любой негрузинской национальности запрещаются. То есть вот это сделали большевики. За это документы опубликованы. Значит, поехал туда Ленин, послал разбираться Орджоникидзе. Это была так называемая группа Мдивани, которая там контролировала все. И, значит, Орджоникидзе, не сдержавшись, значит, дал ему в морду, что называется, этому Мдивани. И конфликт усугубился. И тогда Ленин послал Дзержинского туда разбираться, их мирить и так далее. Это хорошо известные сюжеты. Их некоторое время в советское время скрывали, а потом были опубликованы и документы. Значит, вот, то есть линия на создание грузинской, по возможности, мононациональной империи и, значит, на ассимиляцию всех меньшинств, оказывающихся в зоне влияния Грузии. При этом, значит, известных хорошо и территориальные подарки советской власти Грузии. Скажем, когда сослали чеченцев и ингушей, то, ликвидировав республику Чечено-Ингушетию, значит, часть ее территории распределили между какими-то другими соседними формированиями, но при этом, значит, значительная часть Северной Осетии силой освобожденная от населения, то есть насильственно, значит, сняли депортированные народы, увезли в Казахстан. А на их место выселили, значит, горцев, освободив от них территорию. И вот, скажем, Саниба, не говоря уже там о Ларсе и прочее, вот Саниба вошла в состав Грузии. То есть была, значит, по реке Гиналдон, значит, проходила граница Российской Федерации с Грузией. Значит, Карачай под названием Клухорского района был присоединен к Грузии и так далее. То есть Сталин им помогал в советское время, во время войны Великой Отечественной шла, расширять границы вот этой империи. Саниба, что грузинская территория. Значит, Карачай, это что, Грузия? Значит, вот на таких же основаниях все претензии к Абхазии, к Южной Осетии. То есть, что удалось прихватить, то наше. Вот принцип. 117 сел было разрушено во время этой агрессии. Это просто фашизм. И в 20-м году, и в 1937 году, и в советское время вырезали всю нашу интеллигенцию. Людям, привыкшим к запаху крови, все равно, кого убивать. Будем драться до последней капли крови. Не о правах человека, говорит он, и не о праве каждого народа самому решать свою судьбу. Весь мир содрогнулся, узнав о чудовищной расправе над беженцами у села Кехви. Более 30 беззащитных людей были безжалостно расстреляны из засады. Среди них были дети, старики, женщины. Трагедия 9 апреля 1992 года были сожжены 2 осетинских села – Занкар и Сарабук. Горстка обгоревших костей вперемешку с золой – все, что осталось от них для обряда погребения.
Но сегодня мы должны осудить, дать политическую оценку тем событиям. И было бы вообще замечательно, если бы этим событиям дали оценку и на севере. Была единая политическая оценка, с которым должна считаться и Россия, так как мы граждане Российской Федерации, которые пострадали. Что, в ходе грузинской агрессии против Южной Осетии, Северной Осетии не пострадал? Сколько беженцев приняла Северная Осетия? Сколько людей они разместили? Сколько бессонных ночей провели там наши братья и сестры? Сколько слез было там пролито? Была Цхинвальская школа номер 5. Тогда как мы не могли хоронить своих героев, защитников своего отечества на кладбище, потому что кладбище было в руках грузин, в руках тех агрессоров, тех фашистов, которые напали на нас. И мы хоронили своих героев во дворе 5-й школы. После того, что мы испытали, через что мы прошли, к сожалению, у нас есть такая категория людей, так называемых суперпатриотов, которые являются патриотами только лишь за столом. На самом деле, это люди, которые боятся даже собственной темы. Ведь в свое время они не признали ту трагедию. Считали, что Южная Осетия это далеко, 5-я школа это тоже далеко. И мы получаем другую трагедию, мы получаем бесланскую трагедию. И вот уже 2 школы побратимы у нас. 5-я школа это Бесланская, 1-я школа. Мы должны делать все для того, чтобы таких школ больше не было. Беслан, да, я такой трагедии даже никогда не слышал, что вот люди так подло поступили с детьми, именно с детьми. Это, конечно, наша общая боль. Мы, да сейчас зайти в любой дом и напомнить про Беслан, там потекут слезы обязательно. И даже когда была вот Ингушская война,
Я не знаю, почему люди с ума сходят. Столько земли, и все хотят через кровь его как-то заработать. Ну, можно же там договориться или что-то, или типа обмена, или мы вам даем вот другой кусок, вы даете. Ну, не знаю. Бесланская трагедия и Ингушская война, это наша общая боль. Когда там началась Ингушская война, ребята тут встали, вскочили, даже не предупредив родственников, кто успевал садиться в машину, они уезжали туда. Конечно, это все наше. Мы знали, с кем приходится и вступать в эти противостояния нашим северным братьям, поэтому нас агитировать не нужно было. Мы сами через это прошли, и мы не хотели, чтобы вот этот конфликт затянулся на долгие годы. Ребята принимали участие во время этих событий. Для нас самое главное было максимально быстро очистить всю территорию Северной Осетии от тех бандитов, которые устроили резню. Точно так же, когда здесь что-то начинается, северные братья приезжают. Не знаю, ну у нас в генах вот это. У нас течет остинская кровь, и мы должны быть вместе. Ну, почему мы должны быть вместе, зачем мы должны быть вместе, я даже не могу определить. Потому что это я получаю сверху. Это мой брат, я должен жить с братом. И все. Каждый ребенок и воин пропитан этим, защищать свое отечество. Если мы ставим вопрос об объединении Осетии, эту задачу мы должны выполнять сами. И не рассчитывать на то, что кто-то нам поможет. Мы должны уже всех подвести к этому, что и признание Южной Осетии, и объединение Юга и Севера Осетии это необходимо, это как бы востребовано в сегодняшнем времени. В конце концов, это восстановление исторической справедливости. Культура наша-то едина, от этого никуда не уйдешь. Ведь, ну давайте обратимся к недавнему прошлому, пусть даже современному. Ну, что Махарбек Сафарович Туганов, ну дегорец. Он всю свою сознательную жизнь прожил здесь, основал здесь художественное училище, которое стало кузницей кадров изобразительного искусства нации. Я крещена в церкви Рождества Богородицы во Владикавказе, а являюсь прихожанкой храма Рождества Богородицы Цхинвала. То есть для меня нет Южной и Северной Осетии. Для меня есть одна Осетия, моя родина, которую прославляли наши композиторы великие в своих произведениях, наши поэты. Мне кажется, вот все, что создано в Осетии великого, и в музыке, и в поэзии, и в любом из видов творчества, оно создано патриотами единой Осетии, и поэтому воспринимается народом как истина осетинская, и народом Южной Осетии, и народом Северной Осетии. И мне кажется, нельзя говорить о разделенности народа на неформальном уровне. Душа у народа одна, и наш народ един, и поэтому любые попытки вот как-то формально разделить наш народ, да, вот, всегда встречали ожесточенное сопротивление осетин. У нас цель воссоединения Северной Осетии в составе России. Вот так вот. И от этой цели ни один президент не имеет права куда-то отходить, потому что народ выразил свою волю, эту волеизъявление народа проявлено в ходе референдума. Nairastunda Rosma, Chabaham Kozun Sharik Komima. Şurada koordinatlar, hatta hada mana xos kanat madan noja dar xos kana gat Воля народа, если мы говорим о демократии, мы говорим о мировой демократии, воля народа, она должна быть на первом месте. Она должна быть приоритетом при рассмотрении вот этих проблем. Мне так кажется, и другого пути нет. Есть либо вот этот путь, либо это
мировое сообщество тогда подписывается просто под истреблением части этноса, которая сопротивляется этой разделенности. Осетию нельзя вот так вот расчленить и в смысле культурном, этническом. Южная Осетия – это составная часть единой Осетии. И кто бы как ни думал в угоду политическим амбициям или чего, как это другой разговор. Но не приведи Господь, произойдет то, что, вот, допустим, пойдет войной тот же Саакашвили на Южную Осетию. Это нескончаемый поток беженцев в Северную Осетию. Это наиболее стойкая часть населения, которая окажет сопротивление такое, которому еще априори я не могу это говорить, не хочу, но героизм будет, какого еще в мире никто никогда не видел. Все обоснования, они перед желанием народа быть единым, они совершенно несостоятельны. И тем более, я повторяю, нельзя придерживаться законов несуществующего государства. Все законы этого государства были отменены. Почему же они должны оставаться и давлеть над нашим народом? Эти законы, которые Грузия также благополучно отменила для себя, да, для того, чтобы образовать свое собственное государство. И другие бывшие советские республики отменили их для того, чтобы быть сегодня независимыми государствами. Почему они должны продолжать действовать в отношении нас, маленького народа, малочисленного народа, который нуждается в защите, нуждается в том, чтобы его права всемирно защищались не только им самим, но и мировым сообществом. Народ, который прошел более чем 3000-летнюю историю, на протяжении последних 3000 лет прослеживается история нашего народа, сохранил свой язык, свою культуру. Разве он не является уникальным для всего человечества? И не должно ли человечество заботиться об этом народе? И не руководствоваться такими химерами, как законы бывшего СССР, которых нет уже. И они неприменимы ни к одному из субъектов бывшего СССР. Почему же они должны быть применимы к нам? Сегодня непростая ситуация. Самое главное, чтобы мы удержали все в русле мирных переговоров. За столом переговоров мы должны обсуждать. Мы должны убеждать друг друга. Не только с Грузией, но и теми союзниками Грузии, которые сегодня хотят выйти на первый план. И когда нас убивали осетин, их почему-то не было. Почему-то они никого не осуждали. Сегодня та Россия, которая остановила эту войну, та Россия, которая вот уже 15 лет является гарантом стабильности здесь у нас, почему-то она должна уйти, кто-то должен сюда прийти. Это вообще непонятно. И было бы даже непонятным, если бы в этой ситуации мы остались одни против врага, в данном случае он и есть враг. Вот. И Саакашвили обжегся в прошлом году здесь. Но тем не менее его не покидают надежды на возвращение в лоно Грузии и Южной Осетии. И эти надежды находят подпитку в виде очередных траншей и так далее. Вот он кричит там где-то с какой-то трибуны, что он нам предоставляет какие-то права и так далее. А мы не ждем от него никаких прав. 117 астинских сел разрушено, сожжено, да? Назовите мне хоть одно грузинское село. Даже села внутри Южной Осетии, где проживало смешанное население, сегодня они стали чисто грузинскими. И у нас есть возможность. Но, извините, мы с этим народом жили многие века. И у нас морально, вот почему мы сейчас обыгрываем грузинскую сторону во всех отношениях? Потому что мы их не уничтожали. Мы не организовали геноцид. У нас, у астин, совсем другая идеология. И даже вот во время обострения событий в прошлом году, вот один мирный житель погиб от пули астин. Мы просто отделили мирное население от тех преступников и бандитов, которых направил сюда Саакашвили. И для нас без разницы, готовил их Буш, Соединенные Штаты или Турция, кто их готовил. Для нас без разницы. Это агрессоры, которые пошли на нашу родину. И мы их все равно отделили от мирного населения. А почему тех, которых укрошили кислотой, хотел облить? Почему о них они не говорят? А потому что им стыдно. Очень стыдно. Они же демократы. Им стыдно признаться в том, что они два братских народа. Их же не интересует ни судьба грузинского, ни судьба астинского народа. Им нужен был конфликт.
Сегодня они нам предлагают, нашим пенсионерам, пенсии, такие же пенсии, как в России. Ну, пускай своих обеспечат, мы сами здесь обеспечены. Видите, у нас и строительство ведется, все говорят, вот, Южная Осетия, вот у нас строительство ведется, зарплату сколько раз мы повысили, и в ближайшее время мы еще повысим. Когда нам говорят какие-то, ну, предлагают как бы ребенку конфету, вот иди ко мне, эти конфеты. Да. Но нам эта конфета не нужна, мы сами в состоянии подарить им много конфет. Что им не мется, ради бога, пусть живут. Пошел войной, что из этого получилось? Кричит о каких-то там мирных инициативах, о каких-то правах и так далее. Какие-то права мы прекрасно видели на примере Аджари. Я считаю, что главными виновниками агрессии против Южной Осетии летом 2004 года являются ОБСЕ и те страны, в том числе и Соединенные Штаты, Турция, Украина, Израиль, Болгария, потому что эти страны очень сильно увлеклись вооружением Грузии. Сегодня из постсоветских республик Грузия самая милитаризованная республика. Из бюджета Грузии львиная доля уходит на вооружение грузинской армии. Интересно, против кого они будут воевать? Против России? Или, может, против той же Турции? Или против Азербайджана? Ну, всем же ясно, против кого и кто-то. Против Южной Осетии, Абхазии. Американцами интересуют сами американцы. Значит, в связи с американскими интересами, с интересами Соединенных Штатов Америки, стратегическими, в Грузии их интересует противостояние с Россией, ослабление позиции России на Кавказе. Вот что их интересует. Значит, точно так же, как в Косово, их интересуют не косовские албанцы, ну, тем более не сербы. Их интересует ослабление Сербии как возможного форпоста, традиционного, значит, опорного форпоста, значит, на Балканах российского. Многие западные страны, они увлеклись поддержкой Грузии, закрыли глаза на все, и на то, что здесь никакой демократии нету, и на то, что чинила Грузия по отношению к малочисленным народам и Южной Осетии, и Абхазии. Сегодня Грузия стала стратегическим партнером и пытается играть первую скрипку здесь, на Кавказе, в плане передела, нового передела Кавказа. Ну, это тупиковый путь, потому что те реалии, которые сегодня сложились, они сложились не за один, не за 2 года, а складывались очень давно. Тот паритет и то, что было на Кавказе, и благодаря России остановились сегодня на Кавказе. Всегда удавалось в XIX веке урегулировать отношения претендующих на осетинские ущелья грузинских князей, вводивших насильственно свои налоги в этих ущельях при посредничестве России. Всегда происходила эта борьба, и всегда Россия выступала посредником вот в этих спорах. И только благодаря участию России эти споры бывали урегулированы. Все, здесь работа пошла, уже плановая работа, так как у нас было по протоколам, по всем остальным. Удалось развести. Грузинская сторона отведена в горы, осетинская сторона также отведена за пределы зоны. Людям надоело воевать, надоела кровь, надоело постоянно жить в опасности. Благодатная земля, вы посмотрите, поля кругом, людям работать надо, к зиме готовиться, урожай выращивать. Хватит воевать уже. Ведь есть еще в России те рычаги, которые она не запускает в полном объеме, потому что Россия прекрасно понимает, что Кавказ без России это будет Кавказ с войной. Россия хочет здесь видеть Кавказ мирным. Представьте, какая территория именно с точки зрения геополитического расположения. И сегодня немало здесь вкладывается средств для того, чтобы расшатать действительно вот этот форпост. Форпост стабильности. Не просто как форпост России. Мы им были и будем. И мы этого не будем скрывать и нам некого бояться. Но
форпост стабильности. Осетия находится в центре мировой политики. Вот это надо себе ясно представлять. И это большое несчастье, потому что за это приходится платить очень высокой ценой. Но это и удача, потому что не находясь, не попав в центр мировой политической жизни, решить такого рода вопрос сегодня, в начале 21 века, сложно, если вообще возможно. Таким образом, то, что Кондолиза Райс и Джордж Буш обсуждают вопрос Южной Осетии, есть главная гарантия того, вне зависимости, кстати говоря, от того, что они при этом говорят и за что они выступают. Есть главная гарантия того, что Осетия будет единой, потому что в истории все решается в зависимости от воли народа. Mevzak, zahmamın, azanadav kutsarun, azanadav kutsinkenun, kuddiskenun, mevzak, azanadav sudan, anakhazar.